Брифинг политиков начался с заявления редактора Апсны Хабар Леуана Лагула о том, что накануне на почту их информационного агентства поступило сообщение от читателя с информацией, напрямую связанной с соглашением по инвестициям. Как вы знаете, до сих пор власть скрывает истинных бенефициаров этого инвестиционного соглашения. Были данные о том, что группа Монтера имеет отношение. Это компания, которая, как считается, ее владельцем является Ткачев, бывший губернатор Краснодарского края. Однако даже на запрос депутата Кварча представить копию письма, в котором, как считается, есть упоминание этой компании, министр экономики Кристина Константиновна Озган не представила эту копию письма. И вот вчера, накануне нашего сегодняшнего брифинга, нам отправили сообщение и ссылку на сайт. И этот сайт, я сейчас потом и передам журналистам тоже, этот сайт — это цифровая платформа инвестиционных проектов, реализуемых в России и странах ЕАЭС. Итак, на этом сайте еще в 2023 году был упомянут инвестиционный проект, указан инвестиционный проект на 2 миллиарда рублей. Это строительство гостиничного комплекса на территории Абхазии на 10 гектарах земли. И этот проект группы Монтера. Таким образом, мы можем сказать о том, что пазл складывается, один из бенефициаров этого инвестиционного соглашения вскрывается, это бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. И если это не так, то у власти есть все основания предоставить копии переписок с Министерством экономического развития Российской Федерации и отвечать на запросы депутатов парламента. Леван Микаев в своем выступлении в основном говорил об экономической безопасности государства как о части безопасности национальной. Он привел в пример политику России, которая, на его взгляд, поступает совершенно верно, участвуя в крупных государственно-частных проектах. Это соглашение предлагает форму самую ущербную для абхазского государства, для абхазского народа. И если взять те принципы, на которых, вот, например, национальная экономическая безопасность в России осуществляется, вот я для примера, да, основные сырьевые компании России, где присутствует государство, где государство имеет контрольный пакет, это такие компании, как «Газпром», «Роснефть», все знаете, да, такие-то вот добывающие алмазы компании «Алроса», в разных областях, кстати. Здесь и компании, которые обеспечивают телекоммуникацию, да, Ростелеком, где контрольный пакет у государства. Здесь банки, где контрольный пакет у государства, Сбербанк, ВТБ. Здесь энергетические компании, Мосэнерго. Россия проводит такую очень фундаментальную, значит, работу в плане защиты собственного экономического пространства путем контрольного пакета в ведущих компаниях. Да? В соглашении же предусматривает, что заходят частные, я еще раз повторяю, частные российские компании или другие, которые являются, в которых не принимает участие абхазская сторона ни в каком виде, ни в плане государства, ни в плане граждан. И эти компании, которые становятся крупнейшими после того, как они инвестируют свыше 2 миллиардов рублей, получается, что основные активы, основные направления экономического развития перетекут иностранным компаниям без участия абхазской стороны. И поменять это невозможно будет, потому что соглашение является выше национального законодательства.
Почему, несмотря на неоднозначную реакцию в обществе, предпринимательских кругах и даже среди депутатов, документы, связанные с инвестициями, так активно форсируются исполнительной властью? Таким вопросом задался Ахрабжания. Он попробовал описать страну, которую, по его мнению, считает успешной действующий глава государства. У нас стоят апартаменты с 50 тысячами собственников, которые занимаются в том числе и малым, и средним бизнесом. У нас восстановлены переводные станции на Ингур. Там созданы дата-центры, добывается криптовалюта. У нас все побережье застроено гостиничными комплексами, на которые, скорее всего, граждане Абхазии будут смотреть из-за забора. При этом тот бизнес, который они сами выстраивали, потерпит просто непоправимый ущерб. Вот мне интересно, где здесь наш интерес, где здесь наши долгосрочные цели, где наши долгосрочные интересы. В чем это заключается? В том, чтобы стать здесь как бы экономически вторым сортом. Мы не будем иметь доступа к тем возможностям, которые будут иметь иностранные представители иностранных компаний, которые здесь находятся. Мы не будем десятилетиями получать налогов. Фактически будет создано два предпринимательских класса. Один в привилегированном положении, второй не в привилегированном положении. А такая ситуация ведет всегда только к одному. Сперва к экономической, а потом к политической зависимости. Абхазия – это не просто красивое место. Это в экономическом смысле очень емкое место. Это место, где можно реализовать, осуществить очень много и очень эффективных экономических проектов. Это такая, возможно, экономическая мекка, тем более в свете сегодняшних глобальных процессов в мире. И вкладывать в Абхазию, инвестировать в Абхазию должно быть не одолжением, а привилегией. Правительство должно четко указывать, какие сферы для вложения инвестиций являются приоритетными, а какие нет. В какие сферы бизнеса мы будем вкладываться сами, или, как сказал Ливан, в половину государства плюс предпринимателей, какие мы отдадим частным инвесторам. И ни в коем случае люди, которые сюда вкладываются, не должны ощущать, что это, извиняюсь за такое слово, халява, понимаете? Никаких послаблений, ни экономических, ни тарифных, ни налоговых не должно быть. За то, чтобы вложиться в Абхазию, должны устраиваться конкурсы. Эти конкурсы должны выигрываться, и правительство должно набирать самых лучших. А так, то, что нам сегодня предлагается, это я не знаю. Вот, у меня такой вопрос президенту и всей его команде прагматиков. Участие в выборах какого государства они хотят принять через несколько месяцев? Автономная республика Абхазия? Филиала Монтера Групп здесь? Мы на такое не согласны. 21 октября состоялась встреча представителей общественности с депутатами парламента, напомнила Шсаукакалия, и еще раз рассказал о достигнутых тогда договоренностях. Мы закончили наш разговор тем, что достигли соглашения, или, скажем так, он пообещал нам, что на этом консультации не завершатся. Он обязательно сделает все для того, чтобы следующий наш визит в парламент, там уже были представители исполнительной власти, которым мы могли бы оппонировать. Но, несмотря на все это, сразу после того, как мы посетили парламент, в правительство Абхазии Алхасом Валиковичем, насколько нам известно, было направлено письмо, в частности, министру экономики, о том, что парламент дает согласие. Парламент согласен дать согласие на подписание этого соглашения. Я хочу, чтобы общество об этом знало. Это очень важный момент. И я вообще считаю, что такие брифинги должны быть как можно чаще, чтобы общество было информировано о тех процессах, которые происходят в нашем государстве. Вот этот момент я хотел бы оговорить. Вот. Еще хочу четко, чтобы было понимание. Сегодня, скажем так, провластные анонимные каналы пытаются внедрить в сознание общества, что соглашение подписано, все, мы там свое сделали, победили и так далее.
чтобы было понимание, подписание соглашения еще не говорит о том, что оно вступило в силу. Предстоит еще ратификация в парламенте. Вот это очень важный момент, и я хочу, чтобы об этом знали все. Предстоит ратификация, и мы вот здесь сидящие люди, и не только здесь сидящие люди, будем делать все от нас зависящее, чтобы заблокировать и довести до сознания наших избранников народных, депутатов, что ратификация это будет крайне вредной для будущего нашей страны и нашего народа. Если хотите, абхазского народа, для наших детей. По нашей информации, до того, как это соглашение было подписано, спикером парламента было направлено письмо министру экономики, в котором он уведомил министра экономики, что письмо Алхаса Барциц, в котором он уведомляет о якобы согласии парламента, не соответствует действительности. Вот. Если эта информация верна, если такое письмо от спикера поступило, то низкий поклон ему за его позицию, и слава Богу, что у нас спикер, который отстаивает интересы Абхазии. Вот. Насколько это правда или неправда, покажет время, но такая информация тоже у нас есть. Не хватает профессиональных комментариев профильных экспертов инвестиционного направления, считает Тенгиз Джопуа, так как, по его словам, достойной аргументации власти не представили. Джопуа считает прямые инвестиции неуправляемыми и опасными для страны, особенно при низком управленческом потенциале самого государства. Все это ведет к концессии, утверждает общественный деятель. Когда экономика страны передается в чужие руки на откуп. Говорить о каких-либо перспективах внутреннего отечественного бизнеса в таких условиях практически это абсурд. Никаких перспектив быть не может, потому что все привилегии, все приоритеты, все возможные льготы, мыслимые и немыслимые, находятся в руках инвестора, которые обладают огромными капиталами, в том числе и технологиями. И ни о каком долгосрочном развитии отечественной экономики, ни аграрного сектора, ни сельского хозяйства невозможно и не будет. Тем более, что самое интересное, в практике работы в экономике существует такая практика, когда льготы, возможно, налоговые или таможенные преференции, административные льготы предоставляются какой-то сфере деятельности, которая в стране не в достаточной степени развита, но есть потенциал для этого. Эти льготы чаще всего работают адресно какой-то конкретно определенной отрасли. Чаще всего это бывает в наукоемких технологиях, в сферах деятельности, где требуются современные технологии. Тогда государство может себе позволить предоставить какой-то широкий диапазон льгот. Здесь у нас этим соглашением фактически открывается кран, происходит либерализация всей экономики, все отрасли попадают под это соглашение, и инвесторы получает возможность практически во всех сферах экономики, при наличии у него достаточно больших ресурсов, получить доминирующее положение. Плюс в рамках этого соглашения снимаются все ограничения, которые у нас существуют в сфере земельного законодательства. Причем они снимаются бессрочно, то есть даже в будущем, если перед нами встанет проблема изменения законодательства, ужесточения каких-то мер, в силу нанесенного ущерба или каких-то других обстоятельств, инвестор находится в статусе иммунитета от этих изменений, что вообще немыслимо для какой-либо экономики. В завершении брифинга было анонсировано собрание общественности, назначенное на вторник 13:00 в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория». Элеонора Гилаян, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.